сам стану большим, нахуй. Я башку снесу любому человеку, который возьмет в долг и не вернет, нахуй. Терпишь, блядь, сумасшедшее поражение, нахуй. Я это делал не ради вас. Вы мне кто? Вы, блядь, вы кто мне, блядь? Вы мне ничего в этой жизни не сделали. Я это делаю ради Аллаха и ради нуждающихся людей. Реально ты, бля, курсага четкан адамдарға жеткириш керек болды. Самое главное, если что-то со мной произойдет, вините Токобекова Тимирлана, его отца. Если өлсем, блядь, в истории, блядь, я единственный Ахиллес буду, который, блядь, пизды дал тому, который его убивал. Я тебе лицо съем, понятно? Говорил за мою красивую улыбку, блядь, хуйня, да. Теперь такие же зубы сделал, долбоеб, блядь. Я горю, потому что я один из вас, блядь. Я один из той нации, 90%, который видел холод, голод, блядь. На мне, блядь, итальянская рубашка, блядь, $3500 стоит, блядь. Я не думаю, что у плохих ребят, блядь, есть такие рубашки, блядь. Зарплата, я вам скажу, это взятка, чтобы вы отказались от своей мечты и думали в пользу того, на кого работаете. Урматтуу кыргыз элим, возможно, в порыве злости, в порыве аффекта, возможно, я не так выразился. А так я люблю свой кыргызский народ. Фамилия, имя, отчество. Ты что толкаешь меня? Фамилия, имя, отчество. Нихуя не буду говорить. Блядь. Ты что думаешь, блядь? Байке? Рахматыңар керегі жоқ. Вы неудачники, нахуй. Вы работаете на 15 тысяч сом в месяц и пишете такие умные, блядь, комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные, блядь? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Всем здравствуйте, уважаемый мой кыргызский народ. Сектора бизнеса конкретно расшатались. Весь сектор. Это коснулось даже того, который продает пирожки. Внутренний рынок встал. Карантин, 30 дней. А такие люди, которые пирожки продают, у них идет разрез со своим телом, идет работа. Если поработал, ты получаешь деньги. Не поработал, ты не получаешь деньги. У таких людей, в частности, сбережений нет. Нету запаса. И поэтому я вам что предлагаю? За один день строительная компания может заработать 100 тысяч сом. Обычный человек, официант, может заработать 1000 сом. Человек, который пирожки продает, зарабатывает в день 500 сом. А человек, который на бирже труда, даже его коснется любой слой населения, главное, был бы он живой, даже собак. Их услуги что? Не требуются. А если не требуется, нету денег. Нету денег что? Прокрадываются плохие мысли. Паника, стресс. Воровство, мародерство. И нужно с этим бороться. Государство винить нельзя. Государству только большой рахмат и большой поклон. Они с этим нормально все справляются. По крайней мере, зараженных всего 12, а не 12 тысяч. Я к чему это? Смотрите, за один день это их заработки, да? А что будет за месяц? Человек, который на бирже труда теряет 6 тысяч сом. Потому что карантин длится месяц. Человек, который пирожки продает, теряет 15 тысяч сом. А человек, который официант туда-сюда, который хотя бы 1000 сом делает в день, и
30 тысяч сом. И человек, допустим, строительная компания, пусть, условно говоря, в день 100 тысяч сом, в месяц 3 миллиона. Тем самым, смотрите, вот эти потери понесут любой человек, который вразрез своим телом зарабатывает, то есть это человеческий фактор, да, то есть ты должен, либо администратор сидишь на месте, либо что-то продаешь, либо официант, то есть такие люди в день примерно делают 1000 сом, хорошо, допустим, 30 тысяч, и они теряют тоже это очень серьезные деньги, 30 тысяч это большие потери, это теряют просто физическое лицо. А вот по 500 сом человек, который зарабатывает на пирожках, он теряет 15 тысяч сом. Эти люди немного бывают непредсказуемыми, когда у них сильное волнение. Когда сильное волнение в душе, они бывают непредсказуемые. Это очень добрые люди, этот класс. Очень добрые люди. Но когда они голодные, они очень злые. Поэтому нам нужно особое внимание уделять, что за 1 месяц вот этих вот потерь на бирже труда сколько тысяч человек, сколько людей вразрез с телом, которые зарабатывали деньги, не могут соприкасаться с рынком внутренним. Внутренний рынок-то страдает, люди будут просто, этот человек просто будет воровать. Кармайсың башнан, эй, ты что воруешь, ты сечи? Он просто скажет, я голодный, что мне делать, я голодный. Посадите дейлайтат, это для него стратегически выгодно даже. Очень, чтобы до хаоса не доводить, чтобы вы потеряли за 1 месяц карантина вот столько. А что будет, если за 2 месяца карантина? Это 6 миллионов. Это 6 миллионов сом, я условно сказал, стройкомпании, возможно, доллар, возможно, x3, возможно, x10. Это люди, которые, официанты, которые зарабатывают за 2 месяца, теряют 60 тысяч сом. По 500 сом пирожки продают люди, они теряют 30 тысяч сом. И люди вразрез, вот так. Вот эти потери понесете по-любому, хочешь ты не хочешь. Ресторанный бизнес, какой бы ты ни был, слуги, гостиница, тяг-пяг, певцы. Ты кому будешь петь? Ты кому будешь петь, если вообще ужас плотца? Если коронавирус грозит кыргызскому народу массовым джаназа по отношению к родителям, по отношению к старейшинам, по отношению к дедушкам. Нет, как бы грубо ни звучало, нужно объективно смотреть. Но тем не менее я выскажу. Давайте, чем вот эти потери будем нести, каждая стройкомпания пусть выделит, чтобы не терять 6 миллионов сом, пусть он потеряет 10 тысяч долларов. Это всего лишь там 700 тысяч сом. Пусть человек, официант, пусть он просто даст, допустим, 2000 сом. И он экономит 58 косарей. Здесь экономят 5 миллионов. Пусть люди с этого класса, в принципе, люди с этого класса могут ничего не скидывать, но тем не менее, хотя бы, допустим, 300 сомдан бергенде, мы вот эту проблему решим. 300 сом потеряй, чтобы сэкономить 29 мин. Ты можешь сэкономить здесь вообще 11 тысяч. Все здесь стратегические. Строительные компании, ресторанный бизнес, весь сектор ушатанный просто. Сейчас просто кризис. Нужно активировать внутренний рынок. Внутренний рынок, чтобы активировалось, что нужно? Это нужна идея. Здесь даже если $1 миллиард дадите, 2 миллиарда, это будет сложно, без идеи. Но с идеей, с минимальными вложениями можно раскидаться хорошо. Допустим, я живу в подъезде, допустим, Имамбаева 1А. Вот первый подъезд мой, он 9-этажный. За все 9 этажей отвечаю я. Выхожу добровольцем, участвую в нашем челлендже, который мы сейчас объясним далее. Фотоешь, регистрируешься, участвуешь на челлендже, выходишь за свой подъезд, отвечаешь. Свой подъезд 9 этажей. Берешь оттуда 10 своих соседей, скидываетесь по 1000 сом, у вас будет 10 тысяч сом. За 10 тысяч сом можно купить принадлежности, дезинфицирующие средства, мыломоющие средства, швабры, перчатки, туда-сюда, все комплектующие для чисто узконаправленной работы по клинингу. Если вот так возьмете, не только вы это сделаете. С сегодняшнего дня, допустим, если договоримся, отсчитаем ровно 10 дней.